Добрый день. В эфире передача «Акцент». И сегодня у нас в студии министр образования и науки республики Владимир Егоров. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие темы в сфере образования и науки будут затронуты на совещании? Будут ли нововведения в части формата проведения совещания? Какие задачи поставлены на 2019 год? Ответы на эти и другие вопросы в очередном выпуске «Акцента». С сегодняшнего дня начинается традиционное январское совещание, и темой для обсуждения станет реализация национального проекта образования. Какие ключевые моменты включает в себя? Действительно, этот год знаменуется тем, что мы начинаем большую работу по реализации национального проекта образования. Ну и не только в национальном проекте образования участвуем, мы также участвуем во всех, конечно, национальных проектах, но к образованию имеет также и цифровая экономика, и демография. Вот на январском совещании мы как раз-таки хотим сосредоточить наши усилия на том, чтобы понять, как нам всем вместе реализовывать задачи национального проекта, ну, в том числе образования. Да? Вот в национальном проекте образования поставлены такие большие амбициозные задачи. Россия должна войти в десятку лучших стран в мире по общему образованию. Ну и кроме того, большое внимание, одна из целей — это воспитание гармонично развитой, социально активной личности на основе наших традиций, на основе наших своих особенностей. Да? И поэтому вот мы, как такая многонациональная республика, конечно, вот и по второму вопросу тоже должны уделить такое значительное внимание. В рамках национального проекта образования реализуется 10 федеральных проектов, в каждом из которых наша республика обязательно участвует. Вот, разработаны уже и утверждены главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым региональные проекты, в каждом из которых уже зафиксированы определенные показатели по годам, которых мы должны достигнуть. И, соответственно, к 2024 году у нас должен быть такой качественный скачок в образовании. Вот основные региональные проекты, которые вот окажут самое такое существенное влияние, это, конечно, современная школа, педагог будущего, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда. Ну вот, в частности, по современной школе мы должны большое внимание уделить обновлению содержания образования, в том числе вот по такому предмету, как технология. Да? Должны быть созданы в таком большом количестве центры цифрового гуманитарного развития. Значит, в рамках проекта «Успех каждого ребенка» мы должны обратить внимание на каждого ребенка. Должен у нас увеличиться охват дополнительным образованием. У нас охват должен увеличиться до 80%. При этом дополнительное образование у нас должно происходить на таких высокооснащенных технологичных площадках, таких как Кванториум. Мы планируем продолжать работу по созданию детских технопарков. Значит, ну и вот по проекту «Учитель будущего», конечно же, мы должны обеспечить учительский рост, чтобы наши педагоги отвечали современным требованиям, должны внедрять систему повышения квалификации, аттестации наших педагогических работников. Понятно, что вот вся эта работа такая в комплексе, системная, ни одна от другой не отрывается. Да? Ну вот, скажем, цифровая образовательная среда — это, получается, целый комплекс мероприятий, связанных как и с созданием инфраструктуры, также действительно с повышением квалификации учителей, чтобы они могли работать по современным технологиям. Мы надеемся, что это также освободит и руководителей организаций, и педагогов от излишней вот такой рутины, от отчетности. Да? Ну вот иногда говорят о том, что компьютеры, заменят учителя, да, цифра заменит учителя, но это на самом деле совершенно не так, потому что именно когда появится такая цифровая образовательная среда, она, во-первых, будет давать возможность любому ученику, находящемуся в любой школе, в принципе, да, находить информацию, которая доступна в мировом пространстве. Да? И тут задача учителя, она несколько изменится, то есть и даже осложнится, да, потому что
то, что раньше учитель мог спокойно, там, допустим, 45 минут рассказывать ученикам, это все буквально быстро ученик может и дома, и, значит, на своем учебном месте быстро найти эту информацию. Поэтому учитель уже будет не просто таким вот носителем информации, да, он уже будет, должен, уже обязан быть тем человеком, который, ну, разбудит интерес у ребенка, да, потом поможет сориентироваться в этом информационном поле, которое будет такое очень большое, да. Вот, поэтому здесь вот необходимо не просто повышение квалификации учителей, да, а даже, наверное, некоторая перестройка мышления, да, поэтому здесь на самом деле вот работа такая довольно-таки содержательная и сложная. А вот кто принимает участие в январском совещании? Да, вот мы на январском совещании как раз-таки вот вся наша педагогическая общественность будет обсуждать вот эти вот сложности, нюансы вот всего вот этого. То есть это не только директора, но и рядовые учителя? Да, у нас на самом деле очень много мероприятий достаточно-таки, да, на которых площадок, на которых будут обсуждаться самые различные аспекты, да, значит, совершенствования нашего образования. И, значит, мы будем обсуждать вот то, как можно взаимодействовать, допустим, на региональном, муниципальном уровне. Да, у нас будет такая специальная площадка, где, значит, наши коллеги вот из районов, да, будут обсуждать именно проблемы, которые есть на муниципальном уровне. Да. Будут разрабатываться, значит, муниципальные программы развития образования, проекты по внедрению, значит, национального проекта образования. Да. Ну и вот национальный проект демографии, он тоже вот связан с нами, это создание, значит, мест для детей от 0 до 3 лет. Да. То есть вот у нас работы на самом деле очень много впереди, поэтому мы должны, вот, как сказал Арсений Сергеевич, консолидироваться. Мы вот собираемся консолидироваться вокруг национального проекта образования. Скажите, пожалуйста, вот будут ли какие-то нововведения части проведения совещаний? Ну, в общем, оно достаточно традиционное, но вот отдельные мероприятия, они, конечно, значит, всегда каждый раз отличаются. Вот. Ну, вот начнется с публичного отчета Министерства образования и науки. Вот, и далее, значит, будут публичные отчеты наших головных институтов, Института развития образования и повышения квалификации, Института развития, значит, профессионального образования, Института новых технологий. Да? Вот. Ну и далее, вот, как я говорил, площадка, на которой будут выступать уже представители муниципалитетов, где вот поставят вот те основные вопросы, которые у них есть вот на сегодня. Да? Также вот у нас гостями будут издательства просвещения, издательство «Русское слово», которые расскажут о своих проектах. Да? Вот. На базе Института развития, значит, образования и повышения квалификации будут проходить, значит, проектные работы, где уже начальник управления образования, да, представители вот муниципалитетов будут разрабатывать свои муниципальные, значит, проекты, да, свои муниципальные программы развития. Вот. Ну, будет также площадки, связанные с развитием негосударственного сектора, да, также площадки, где вот мы будем обсуждать независимую оценку качества образовательных услуг, да, вот такая система имеется в России. Вот. Ну, то есть, на самом деле, мы будем обсуждать вообще все аспекты нашей деятельности. Вот вы сказали о целях, которые ставятся на несколько лет вперед, да? Какие цели ставятся у нас на 2019 год? Ну, вот 2019 год — это начало. Мы должны, во-первых, провести такой достаточно глубокий анализ, да, и вообще, как говорится, подготовиться к такому хорошему продвижению. То есть мы должны понимать, как мы вообще, в принципе, должны оценивать качество образования, да, потому что ведь качество образования — это не только результаты ОГЭ и ЕГЭ, да, это и, значит, другие и образовательные результаты, и необразовательные результаты, да, потому что образование — это и обучение, и воспитание, да, поэтому вот эти проблемы мы должны для себя понять, как мы их решаем, да. Вот. Ну и дальше мы должны выработать уже, значит, систему подготовки наших и управленческих, и педагогических кадров, да. Ну, то есть, точнее, не то, что выработать, да, но у нас есть система, но мы должны как-то ее уже под новые задачи уже как-то по-другому посмотреть, да. Вот. Ну и, конечно, у нас всегда остаются главными такими приоритетными задачами — это обеспечение условий для получения образования нашими детьми, это строительство новых школ, да,
значит, выкуп зданий под образовательные организации. Вот в городе Якутске мы это делаем, да? Строительство яслей. Вот это все на самом деле наши большие задачи. В принципе, мы уже представляем себе, как мы будем их реализовывать, да? Уже и у нас достаточно много проведено работы по тому, чтобы федеральный центр нас поддержал. Достаточно сказать, что на 2018-2019 год мы получили федеральные деньги на строительство, на создание новых мест в яслях на сумму более миллиарда рублей, 1 172 миллиона. Да? Вот. Также мы будем за счет федеральных средств строить и школы. Вот. И на цифровую образовательную среду тоже мы получили средства. Да? Также мы будем готовиться к новым конкурсным мероприятиям на получение субсидий с федерального бюджета вот, на развитие всех наших региональных проектов. Ну что ж, спасибо большое, что уделили в своем плотном графике время для нашего разговора. Желаем вам хорошей работы. Спасибо. Это была передача «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.